Командирские часы, выиграно там. Растущая ностальгия по Советскому Союзу стала неожиданностью и привлекает даже тех, кто был слишком юн, чтобы по-настоящему знать и помнить СССР, говорит основатель недавно открытого музея СССР. Вот такая нестабильность нынешнего времени, она, конечно, возвращает людей в то время, когда при небогатой жизни была все-таки уверенность в завтрашнем дне, стабильность была и надежда была. Сейчас я боюсь, что люди разочаровались. Для многих россиян эпоха страны Советов пришлась на раннее детство, и их воспоминания отражают этот факт. Ну, я была совсем маленькой, когда Советский Союз распался, но слышала от родителей, хорошие отзывы, положительные. Все больше россиян готовы забыть о репрессиях прошлого режима, вспоминая лишь его былую славу, его образ силы и единения. Очень много хороших впечатлений об Советском Союзе. Хоть там много говорят, но все-таки есть положительные моменты. Как и сейчас, тоже очень много положительных моментов есть разные, поэтому... Параллельно с восхвалением подвига советской эпохи возрождаются и пропагандистские методы манипулирования общественным мнением. Нет объединяющей идеи, которая могла бы двигать общество куда-то в правильном направлении. И я думаю, что прежние наработки вот этой лжи, которая лилась с телевизора, она сейчас реализована в большей мере, чем даже тогда. Основателя музея в свое время называли антисоветчиком. Такая зажигалочка, давай закурим. Но, как и многие россияне сегодня, Олег Попов говорит, что испытывает грусть из-за исчезновения СССР вместе с его юностью.